Данная акция была придумана мною уже много лет назад. На самом деле, честь моего папы, который был очень известным патоморфологом в Индии. После его смерти мы с мамой первую акцию делали в нашем городе Мадурае в Индии. И потом эту акцию я привел в Россию. Со 2 по 9 все прошло в России и в Абхазии. И из них дважды в Абхазии. Вот. И они оба прошли так же, как и эта акция, при поддержке фонда Аушры. И сам Беслан Родионович Агрба меня попросил это организовать в Абхазии и здесь, и финансово поддержал. И в этот раз еще некоммерческая организация Алашара, которая здесь в Карачаево-Черкесии, представителем которой является Мадина Экзекова. И я хотел на самом деле, пользуясь случаем, выразить огромную благодарность Беслану Родионовичу Агрба, Мусе Экзекову и Мадине Экзековой, потому что каждый из них очень-очень так заинтересованы в проведении подобного рода очень нужных, как сказать, проектов для населения, которые не имеют достаточной информации и возможностей, чтобы проверять свое здоровье. У нас в команде 13 человек, из них 2 управленца и 11 врачей, включая 2 цитопатологов, которые под микроскопом смотрят полученный материал после цитологических функций. И один мой помощник, специалист по онкологии головы и шеи, 3 врача общей практики. Почему они нужны? Люди приходят обычно, условно здоровое население, которые очень давно, вообще никогда к врачу не приходили. То есть, раз они пришли, чтобы мы не только из онкологической точки зрения смотрели, чтобы с точки зрения врача общей практики посмотреть, чтобы в целом о их здоровье, чтобы они заботились, чтобы им дать информацию соответствующую. Поэтому первичную фильтрацию проходят врачи общей практики, потом смотрят другие врачи, среди них врач, специалист по онкологии головы и шеи, общий онколог и маммолог. У нас еще в команде 2 очень молодых, но очень-очень опытных дерматологов, дерматоскопистов. Не каждый дерматолог бывает дерматоскопистом. Вот сегодня мы узнали, позавчера здесь есть дерматолог, который знает, что есть такой метод и никогда не обучалась, и, соответственно, большинство дерматологов этой методикой не владеют. И дерматоскописты, они нечто между онкологом и дерматологом. На самом деле этим можно владеть терапевту или любому другому врачу, просто не короткий курс надо пройти, на котором можно научиться диагностике опухолей кожи, которые бывают и очень коварными, например, меланома. В рамках этой акции уже первый день мы выявили 4 всего у 4 пациентов подозрение или точно уже меланома, и 3 из них сегодня буду оперировать. И после получения гистологического заключения мы можем сказать, однозначно ли меланома. Одна из них однозначно уже можно сказать, что меланома, остальные очень похожи на меланому. В рамках акции мы проводим еще несколько другой активности дополнительно. Это, например, семинар по онкологии для неонкологов первый день, которого открывал сам министр Шаманов вместе с главным врачом диспансера Зубером Маховым. И наши врачи читали лекции о важности ранней диагностики различных вариантов рака. И врачи других лечебных учреждений приходили слушать и с нами обсуждали первый день, понедельник. Это очень нужно. Почему? Потому что первичная диагностика, то, чего мы здесь делаем, на самом деле это задача, то, что в рамках этой акции делаем, это задача совсем не онкологов. Это задача первичной лечебной сети, обычных лор-врачей, гинекологов. В нашей акции я выступаю в роли
организаторы, врачи общей практики ведут прием, в том числе первичное население. Наша основная задача на этой акции выявить людей с высокими рисками возникновения онкологических и сердечно-сосудистых заболеваний и по возможности патологию выявить на ранних стадиях. С одной стороны, мы ограничены рамками временными, и с другой стороны, такие акции, когда одновременно в осмотре пациентов участвуют несколько специалистов различных специальностей, высоких, то есть опытных специалистов, это повышает выявляемость заболеваний. По нашей внутренней статистике от 7 до 10% от количества осмотренных пациентов у нас составляют диагностические находки. На наш взгляд, это действительно может быть очень эффективная и полезная методика обследования населения. И как показывает опыт, это уже 9-я наша по счету акция. В принципе, это достаточно, повторюсь, эффективная методика. Мы ее, конечно же, с каждым разом оттачиваем, совершенствуем, в том числе в вопросе анкетирования, в вопросе маршрутизации пациентов по специалистам. Надеюсь, что и данная акция, которая проведена в вашей республике, она тоже будет удачной и определенному количеству пациентов мы обеспечим либо раннее выявление какого-то заболевания, либо дальнейшее лечение, да, своевременное, либо сориентируем ряд пациентов по имеющимся у них рисков какой-то патологии, да, донесем до них важность углубленного обследования, скринингового обследования, то есть какие-то регламентированные периоды, чтобы они проходили, сдавали анализы, инструментальные виды диагностики, то есть чтобы у них было понимание, что многие заболевания гораздо проще профилактировать, чем в дальнейшем лечить. Мы здесь решили провести эту акцию в силу того, что у нас есть уже определенный опыт в проведении этих акций. И с моей точки зрения отличие именно нашей акции заключается в том, что ранняя диагностика рака проходит вместе с цитологической диагностикой, которая сразу помогает выявить некоторые серьезные опухолевые заболевания и помочь сразу клиницистам в подтверждении клинических данных на предмет той или иной опухоли. Больных здесь на акции очень много. С моей точки зрения очень важно и не только подтвердить наличие опухоли, но и отвергнуть этот страшный диагноз, потому что если приходят пациенты, у которых есть какие-то образования, которые их тревожат, и есть какие-то беспокойства в отношении рака или опухоли, и когда это можно посмотреть в микроскоп и сказать, что здесь нет достоверных данных за опухоль, а что это какие-то доброкачественные процессы, то это тоже большая помощь и клиницистам для снятия их сомнений, и особенно пациентам, которые уходят с радостным сердцем, что опухоли у них нет. Вместе с моей коллегой Ириной Юрьевной эта работа требует очень большого профессионализма, напряжения и умения общаться с коллективом цитологов, морфологов данного учреждения и с пациентами тоже, потому что и с врачами тоже, потому что врачи и пациенты бывают очень нетерпеливы, просят ответ вот сию же секунду, сегодня же. Это не всегда реально сделать. И, в общем, нагрузка конкретно на нас двоих вот в этих акциях, она довольно серьезная, но мы уже, поскольку опытно справляемся, и вот иногда бывает, что позже всех врачей остаемся, что-то подсматриваем, зато на следующий день мы готовы диагноз. Это очень удобно всем. В рамках этой акции у нас был проведен день первый, который был посвящен каким-то основным
опухолям, которые связаны с ранней диагностикой. И вот сегодня у нас тоже был семинар, посвященный именно цитологической диагностике этих опухолей. И приехали цитологи с разных регионов или ближайших регионов, и из больниц, которые занимаются диагностикой. И очень важно сказать, что это не онкологи, которые должны быть насторожены в отношении опухолей, с которым должен быть контакт у онкологов. И вот мы проводили эти акции, разбирали сложные проблемные случаи, формы ответов, совпадения, несовпадения с гистологическим диагнозом. И, в общем, на мой взгляд, успешно провели сегодняшний день. Мы очень рады, что это приносит определенную помощь и врачам, и больным, и пациентам, и вообще населению, которое, может быть, беспокоится о том, что у них не все хорошо в их регионе, может быть, какие-то есть элементы недоверия. И когда мы работаем вместе с коллегами из этого региона, это помогает укрепить такое положение и дать возможность. Нам очень понравилось отношение главного врача к самому главному предмету, что он хочет настроить здесь онкологический центр так, как это должно быть достойно настроено, с воспитанием кадров, с хорошей морфологической диагностикой, с хирургией должной. Это очень радостно, и мы будем помогать всячески. В рамках акции я иду прием как врач-терапевт, хотя по образованию, по специализации в этом году я заканчиваю ординатуру по онкологии и дальше буду заниматься онкологией. Но так как мне довелось 1 год поработать в поликлинике участковым терапевтом, то и сейчас в этой акции я работаю как врач общей практики. Сегодня у нас получается уже, наверное, 4-й день этой акции. За это время мы приняли огромное количество участников с разных аулов, с разных городов. Это было очень интересно. Было интересно общаться с людьми, которые живут здесь, узнавать от них какие-то проблемы, которые их тревожат, узнавать какие-то особенности жизни, связанные с этим, какие-то изменения, связанные со здоровьем. Вот. Несомненно, было много интересных случаев, которые я бы не увидел, будучи у себя в Петербурге. Из Петербурга были редкие заболевания, которые только в книжках увидишь. И в целом впечатление о проведении акции у меня очень хорошее. Это второе мероприятие подобное, в котором я участвую. До этого была подобная акция в Абхазии. Я уверен, что, наверное, один из основных положительных аспектов таких мероприятий – это привлечение людей к проблеме собственного здоровья, потому что мы приглашаем на акцию здоровых людей, которых ничего не беспокоит, и суть акции именно в раннем выявлении, то есть выявить то, что сильно человека не беспокоит, на что он не обращает внимания. В дальнейшем такие акции довольно регулярны, и когда они станут, уже отработается сама схема проведения, сами все технические какие-то моменты, мне кажется, эффект будет уже не только связан с привлечением людей к проблеме здоровья, с знакомством людей, по сути, с больницами, которые есть там, где они живут, с хорошими больницами, но и я думаю, что будет эффект, связанный с ранним выявлением, что можно будет проводить более интенсивные эти акции, и результат будет поистине значимым. Принимаю участие уже не в первой акции ранней диагностики. И вот в теперешний приезд хотелось бы отметить, что основная, конечно, работа, как и на всех акциях, это гинекология, поскольку большой поток женщин, которые, вероятно, не были и год, и 2 бывает, и 3 у гинеколога. Здесь появляется такая возможность и пройти консультацию онколога и получить практически на следующий день заключение цитологов. Также интересные у нас сегодня были интересные случаи. Это вот меланома, которую было очень тяжело поставить с коллегами, мы все вместе смотрели, обсуждали. Вот. Плевриты, да, которые из клиники поступали сюда. Кожи достаточное количество. Мягкие ткани, да, пожалуй, все, наверное. Молочная железа. Молочная железа, да, сегодня молочной железы было, наверное, 4-5. Конечно, напряженная работа, но очень интересная, поскольку и местные цитологи помогают, и мы обсуждаем, и им интересно, и нам что-то интересно, они показывают нам свои интересные случаи, которые
У них вызывали проблемы. Да, возникали какие-то проблемы, они к нашему приезду что-то подготовили и консультировали. И сегодня также было несколько лекций, Татьяна Тихоновна читала лекции, и попросили прочитать лекцию именно гинекологи, поскольку объем пациентов, наверное, каждый день около 50-60 женщин успели пройти к гинекологу и получили цитологическое заключение. Очень довольна этой акцией, которая проводит этот фонд. Врачи все квалифицированы на высшем уровне, все прямо внимательные такие. Все нам очень понравилось. Мы довольны, что провели такую акцию. Если по пятибалльной системе оценка 5. Спасибо большое врачам, которые были внимательны к нам по отношению к людям. Аллах разраска, рентген кабинет, инзралус, плюс шоколад разраска. Уашарда ишнирандирана, уашарда айн, гая абсазарги, вес из таказа фигура зажгих добротов, ишрашхатяски, вес килограммы, вес киркши. И разразу. Хара чигиреш суасала, и плюша забыли. Инзралус, атизгаз. Мы сегодня с коллективом и с жителями аула приехали обследоваться у таких высококлассных специалистов именно по части онкологии. Мы выражаем огромную благодарность за то, что они к нам приехали в такую глубинку, что они смогли уделить нам время, что мы, живя в селах, смогли выехать и недалеко приехали, смогли пройти всех специалистов. Мы выражаем благодарность, и я лично, и благодарность всего села, нашего коллектива. Спасибо большое. Завершилась акция «Неделя ранней диагностики онкологических заболеваний в Карачаево-Черкесской Республике». Акцию провели ведущие врачи-онкологи, входящие в состав Евразийской Федерации онкологов. Врачи, участвующие в данной акции, и мы, как организаторы, были приятно удивлены, увидев, какой большой интерес проявился у населения к данной акции. Было очень много желающих пройти данную диагностику. Это говорит о том, что население заботится о своем здоровье и понимает важность прохождения профилактических осмотров. Проведение такого масштабного проекта стало возможным благодаря совместной работе лечебных учреждений, государственных структур и общественных организаций. В частности, помощь в организации проведения данной акции оказал Республиканский онкологический диспансер, Министерство здравоохранения Карачаево-Черкесской Республики и Общественный Абхазский фонд развития Амшра. Сама идея проведения данной акции связана с одним из приоритетных направлений фонда Амшра — это популяризация здорового образа жизни и профилактика заболеваний на ранних стадиях. И в рамках данной акции обследования прошли более 300 человек, было сделано несколько операций, в частности хирург, онкогинеколог, профессор Нечушкина Валентина Михайловна провела сложную 8-часовую операцию по удалению злокачественной опухоли. Также хирург-онколог, основатель Евразийской Федерации онкологов, доктор Сома Сундарам провел несколько операций людям, у кого были выявлены злокачественные новообразования на коже. Все операции завершены успешно. И хочу особо отметить, что все мероприятия, проводимые в рамках данной акции, для всех участников абсолютно бесплатны. Приезд врачей и проведение акции «Неделя ранней диагностики онкологических заболеваний» стал возможным благодаря финансовой поддержке Абхазского общественного фонда развития Амшра в лице его руководителя Беслана Родионовича Агрба. И мы надеемся, что этой акцией мы не только смогли помочь людям, кому необходимо лечение, но также большинство людей задумаются, что есть необходимость проходить профилактические осмотры с целью сохранения своего здоровья.